Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін біз Ақмола облысына жаңа береке қожалығына келдік. Бұл жерде Вайтели системасы орнатылған. Технология Вайтели используется для испытания бычков. Отъемный период становится на испытание. Здесь установлена станция кормушек и станция поилок. Под кормушкой есть весы, которые взвешивают потребляемый корм. Бычки подходят, корм потребляют, и таким образом мы считаем, сколько корма было потреблено. Каждый бычок сколько потребил корма. Затем бычок подходит на поилку и во время водопоя становится передними конечностями на весы, которые установлены под поилкой. И пока он потребляет воду, происходит взвешивание всего тела, туловища. Таким образом, это идет естественное испытание бычка, как он потребляет корм, и таким образом, как он получает прирост живой массы на ежедневной основе. Сколько он потребляет корм 2-3 раза в день, и сколько он потребляет воду также от 4 до 5 раз в день, весь этот период идет измерение потребляемого корма. Таким образом, испытуемые бычки, они испытываются на показатели такие, как кормоэффективность, потребление сухого вещества, ежедневный прирост живой массы. Это может быть либо привес, либо отвес. Таким образом, в компьютере отражается такая вот динамика развития ежедневного потребления корма бычками. Технология Вайтели устанавливается для измерения кормоэффективности бычков. Отбираются бычки в отъемный период и становятся на испытание в клетку. При постановке на испытание очень важна подготовительная работа. В один загон заводят 64 бычков. Здесь установлено 8 кормушек и 2 поилки. Каждую кормушку необходимо чистить, то есть снимать саму кормушку, проверять, насколько все кабеля не повреждены, все там чисто, нету грязи, навоза, либо воды, а зимой нету снега и льда. Так как под кормушкой установлены тензодатчики, сама система, компьютерная система Вайтели, которая измеряет корм внутри кормушки. Между каждой кормушкой есть вот такая панель. Панель не должна касаться самой кормушки. Внутри кормушки есть уровень болтов. Корм при раздаче кормораздатчиком не должен превышать этого уровня болтов. Вот здесь, получается, он превышен, этот уровень. А в следующих кормушках, вот видно, да, что корм, он уже идет на уровне болтов. И необходимо всегда проверять, что между ними и под ними тоже всегда все чисто. Срок испытания 60 дней. 2 недели адаптационного периода и 49 дней само испытание. Испытание начинается в период отъема. То есть бычки, они в отъемный период вначале маленькие ростом и размером туловища. И поэтому при потреблении корма в отверстие кормушки должна заходить только одна голова. Бывает такое, что когда идет утренний прием пищи или вечерний прием корма, в одну кормушку заходит 2 головы. Это неправильно. В одну кормушку должна заходить одна голова, и вот эти вот перекладины, они регулируются. Они становятся сначала уже, а затем с каждым разом их можно расширять. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бұқаларды өз сынақтан өткізу алдында палатадан мамандар келіп, бұқаларды іріктеп жұмыстарын өткіземіз. Экстерьерін қараймыз, рубашкасын, масын қараймыз, стандартқа сай болу салмақтарын өлшеп қараймыз. Содан соң қылыштарын алып лаборатория өткізеді, әкелерін анықтау үшін. Содан кейін сынаққа қойылатын болады. Айында бір рет салмақтарын өлшенетін болады, даму өсуін зерттеп. Аяқталатын кезінде мерзімі, сынақтың мерзімі промерлері алынады, орық сапасын тексеретін боламыз. Содан кейін деректерді алып өңдеп болған соң сынақтан шешілетін болады бұқалар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің есімім Ибатуллин Дастан Болатұлы. Мен ТО жаңа береке репродуктор шаруа қожалығының бас маманы болып саналамын. Бүгінгі таңда біздер Вайтел жүйесінің астауларының калибровкасын өткізетін боламыз. Яғни мұнда бізге керек нәрсе арнайы таяқша және де кіртасы. Біз бірінші әрбір астаудың өзін тазалаймыз, және де оған кіртасын қоямыз. Бұнда біздер кіртасын аламыз.
яғни біздер кір тасын таза астауға саламыз, одан кейін арнайы таяқшамен жүйенің 15-20 рет дауысын санағанын күтеміз. Яғни мұнда весовой датчиктер бар міне. Осы арқылы осы өрінде әрбір бұқаның құлағындағы радиочастоттық биркаларды санайды. Оны санағаннан кейін кір тасын кері алып, уақытын есептейміз. Яғни 15:33-те 6-шы астау калибровкадан өтті. Осымен біздің калибровкамыз аяқталды. Прежде чем начать испытание, необходимо вытягивать саму поилку из перекладин и проверять, насколько здесь все чисто, все кабеля в рабочем состоянии. На поилке установлен подогрев воды, для того, чтобы вода не замерзала. Бұл автоматтандырылған ірі қара малды суару жүйесі. Біз қазір таңда осы жүйеге калибровка жасайтын боламыз. Бұнда бізге керек нәрселер 2 кір тасы және де арнайы таяқша. Қазір біздер арнайы таразысы бар панельге 2 кір тасын қоямыз және де арнайы таяқшамен оны есептейміз. Есептеу уақыты 15-20 секунд аралығында. Есептеп болғаннан кейін 2 кір тасын кері аламыз и уақытты белгілейміз. Здесь установлен распылитель с краской, который помечает бычка. С помощью программного обеспечения Вайтели можно установить живую массу, которая необходима для снятия бычка с испытания. Допустим, если вам нужен бычок с живой массой 420 килограмм, вы помечаете этого быка в программе, указываете, что когда вес достигнет 420 килограмм, необходимо пометить этого быка краской. И таким образом на ежедневной основе этот бык набирает вес, и когда заходит на водопой, и водопой показывает 420 килограмм, этот бык помечается специальной краской. И этого помеченного бычка видно издалека. Данная краска абсолютно безопасна. Даже если другой бычок лизнет эту краску, с этим бычком ничего не будет. В настоящее время селекция на остаточное потребление корма является лучшим способом выведения более продуктивного скота, что позволяет снижать издержки и увеличивать прибыль наиболее устойчивым и нравственным образом. Как мы видели на загоне, где кормушки и поилки установлены для того, чтобы испытывать бычков в естественной их среде. То есть мы их не выгоняем на механические весы, так как механические весы, они приносят стресс, и таким образом они могут потерять вес. А так они в естественной среде потребляют корм, потребляют воду. Таким образом в естественной среде измеряется их потребление корма и привес живой массы. Рост кормопродуктивности на 10% может привести к увеличению прибыли на 43%. Выведение скота с низким ОПК может снизить потребление корма на 12%, уменьшить выделение метана на 30%, навоза на 17%. Можно каждый день проводить анализ потребленного сухого вещества. То есть это отдельный показатель идет, потребленное сухое вещество. Проводить анализ привесов и отвесов бычков. При постоянном систематическом отвесе можно этого бычка показать ветеринару, так как, возможно, у него этот отвес связан с каким-то заболеванием. По итогам испытания данные обрабатываются аналитическим центром в офисе Вайтели в Канаде и в США. Все данные обрабатываются, и через какое-то время они отправляют нам отчет, где выявляется кормоэффективный скот. Для того, чтобы эти данные получить, необходимо отправить в их офис данные по бычкам, их взвешивание. До начала испытания их взвешивают на механических весах, и в конце испытания также их взвешивают на механических весах, для того, чтобы измерить соотношение. Затем проводится анализ кормов на их содержание сухого вещества и других макро- и микроэлементов, а также из базы данных ИАС
идет выгрузка 3 поколений каждого бычка. И вот эти 3 поколения также отправляются в аналитический центр для того, чтобы рассчитать индексную оценку. Данная технология позволяет своевременно реагировать и вносить корректировку в технологию выращивания крупного рогатого скота, получать достоверные данные в режиме 24/7 с оборудования и программного обеспечения, что исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, тем самым повышая качество роста и развития казахской белоголовой породы. По итогам испытания мы получаем отчеты. Здесь они идут в нескольких вкладках по каждому индивидуальному бычку. Здесь вот показана наглядная диаграмма, где бычок указан в виде точки со своим KZ-номером. В этой шкале показывают значение ОПК. У ОПК чем меньше показатель, тем он лучше. То есть чем минус больше, тем он лучше. То есть -1, -3, -5 килограммов. А здесь в горизонтальной шкале показывают среднесуточный прирост живой массы. То есть в день сколько у него прирост. И, допустим, вот здесь вот в этой шкале показывают эффективный ОПК, среднесуточный привес ниже среднего, неэффективный ОПК, среднесуточный привес ниже среднего. То есть самый неэффективный скот указан здесь. Самый эффективный скот указан здесь. Если мы смотрим самого кормоэффективного быка, то мы указываем на этого бычка. Видите, он по этой шкале, у него получается около -4. Точка — это бычок с ИНЖ номером KZS 180 70 66 26. Он является самым кормоэффективным. Что означает самый кормоэффективный? Это означает, что он на -4 килограмма потребил меньше корма, чем средний показатель по всей группе. Что у нас средний показатель? Вот эта красная диаграмма, это он средний показатель. Если мы смотрим на самый кормоэффективный бык, то это вот этот бычок. А если нам важно также его среднесуточный прирост, то есть это должно быть больше килограмма в сутки, то мы смотрим на этого бычка. У него идет примерно 1,5 килограмма прироста. Но он потребил где-то на -1 килограмм по сравнению со средним показателем всей группы. С 2020 года по отчетам мы делали аналитику, обычно показывало -2. Самый большой показатель это был -2. Получается, сейчас уже кормоэффективность повышается, и он уже показывает почти -5. То есть между -4 и -5 есть бычок с показателем кормоэффективности. Показатель ОПК, он является селекционным, то есть он наследственный. И те бычки, которые являются кормоэффективными, то есть тот же самый бычок, который на 5 килограммов съел меньше, чем средний показатель по стаду, но прирост у него выше, чем у других. И данный бычок, он является самым кормоэффективным. Ал құрметті көрермендер, осымен біздің іс-сапарымыз шаруашылыққа аяқталды. Сіздерге өте қызықты болды деп ойдамыз. Ары қарай бізбен болыңыздар. Тағы қызықты материалдар болады.